Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Кристина Суворина. Сегодня в программе. Именем парламента стали известны подробности реформы власти в Казахстане. Депутаты Мажилиса смогут увольнять министров. Президент оставит за собой стратегически важные функции. С полномочиями приходит конкуренция. Реальная политическая конкуренция между ветвями власти. Это тоже очень такой серьезный вопрос. Проклятое место. В Кыргызстане заговорили о ликвидации дачного поселка, на который упал турецкий Боинг. Пока власти размышляют, местные жители готовятся бежать из своих домов. Запах топлива сильный, дышать тяжело. Дети, когда видят самолет, теперь от страха домой забегают. Трампова преграда. Новый президент США подписал указ о строительстве стены на мексиканской границе. Ранее Трамп утверждал, что все расходы на сооружение века оплатит сама Мексика. Мексика не верит в стены. Я повторяю снова и снова. Мексика не будет платить ни за какую стену. Раз, два, три. И плавно опускаем. Возраст не преграда. Руководство фитнес-центра запретило пенсионеру посещать спортзал без сопровождающих. Полный сил мужчина категорически не согласен записывать себя в немощные старики. Я считаю, что это ущемление моих прав. Что мне заставляет, чтобы кто-то за мной водил меня за ручку. Казахстан на пороге больших изменений в политической системе страны. Нурсултан Назарбаев заявил о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти. То есть фактически поделился своими полномочиями с правительством и парламентом. Например, депутатов предлагается наделить правом обращаться к президенту с просьбой освобождать от должности практически любого министра. При этом в компетенции президента все же останутся основные вопросы обороноспособности и внешней политики. Спросят ли мнение населения Казахстана, то есть будет ли по этому вопросу референдум, пока не ясно. В законодательных хитросплетениях разбиралась Айнур Коскина. О реформе политической системы Казахстана президент впервые заявил в январе 2016 года во время голосования на выборах в Мажилис. Год спустя Нурсултан Назарбаев рассказал, какие именно президентские полномочия предполагается распределить между ветвями власти. Предстоящая реформа опирается на логику нашего развития и логику современного развития вообще. Основная суть: президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Уже опубликован проект закона о всенародном обсуждении изменений и дополнений в Конституцию. И, как ни странно, начинается он с нормы никоим образом не касающейся политической реформы, неприкосновенности частной собственности. Новые поправки запрещают изменение законов о правах на собственность имущества, а также его унаследование. То есть в первых строках о частной собственности и лишь потом о подотчетности правительства парламенту. В законопроекте предлагается наделить депутатов полномочиями по формированию правительства, назначать на должность и увольнять министров, за исключением глав оборонного и внешнеполитического ведомств. Сегодня у парламента нет тех полномочий, которые бы нужны были для нормальной законотворческой работы. То есть очень трудно инициировать закон. Очень трудно инициировать изменения в какой-то закон, потому что там много препонов, много барьеров этому. Парламентарии будут вправе заслушивать отчеты членов правительства по вопросам их деятельности, по итогам обращаться к президенту и просить об освобождении с должности члена правительства, который не выполняет законы. А правительство, я считаю, если ему будут даны дополнительные полномочия, они будут ответственность еще больше чувствовать и будут обязаны исполнять. Не будут оглядываться назад и ссылаться на президента, порой иногда подводя его. Да? Предлагается также передать правительству функции упразднения и реорганизации центральных исполнительных органов, не входящих в состав правительства, назначать на должность и увольнять их руководителей. С полномочиями приходит конкуренция. Реальная политическая конкуренция между ветвями власти. Это тоже очень такой серьезный вопрос. К этому надо относиться очень серьезно. Между тем, представители несистемной оппозиции считают, что без изменения выборного законодательства и возможности формировать парламент не только по партийным спискам, но и из депутатов по одномандатным округам, все эти реформы не будут иметь большого значения. Без свободных и честных выборов
без открытых партийных списков, когда граждане голосуют не за партию, а за членов партии конкретно пофамильно. И в парламент формируется из числа тех кандидатов, которые набрали наибольшее число поддержавших их голосов. Без этого все остальное не сработает. Депутаты парламентского меньшинства по-разному отнеслись к мнению несистемной оппозиции. Лидер парламентской фракции бизнесменов Ахжол уверен, что одномандатники лишь ослабят партии. Тем временем депутат от Коммунистической народной партии Казахстана считает, что открытые партийные списки укрепят доверие избирателей. Во время выборов, уже известно давно, это может превратиться в деление по родам или к другим распрям. Поэтому мы не должны допускать этого. У нас одна земля, одна страна. Я считаю, это хорошее решение было бы, когда люди бы понимали, что именно в первую очередь те, за кого они голосуют, они окажутся в парламенте, будут депутатами. На всенародное обсуждение отвели 30 дней. Чего ожидать через месяц, власть так и не уточнила. Я думаю, что в процессе там есть две формы, это как бы через референдум, либо это парламент принимает. Айнур Коскина, Ганизат Оспанов. Настоящее время. В Таджикистане в прошлом году был побит рекорд по добыче золота. Добывающие предприятия увеличили добычу на 500 килограммов по сравнению с 2015 годом и достигли показателя в 5 тонн. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр промышленности и новых технологий страны Шавкат Бобозода. Основные объемы 3 тонны 300 килограммов – это выработка таджикско-китайского предприятия. Всего в Таджикистане 10 добывающих золото предприятий. Но только одна компания занимается афинажем драгметалла до высшей пробы, то есть 4 девятки. Таджикское золото реализуют на внутреннем рынке, а главные покупатели – Министерство финансов и Нацбанк Республики. В ходе пресс-конференции также было отмечено, за последних 6 лет в стране прекратили производство 279 предприятий разного профиля. Но при этом только за этот год открылись более 250. Мы изучили причины прекращения деятельности производственных предприятий. В основном это сезонные предприятия, например, производство кирпича. Есть еще финансовые причины. Предприятие заключило договор и не может перевести деньги. Или изменения на рынке. Например, возьмем швейное производство. Если не берут заказ у школы и не шьют форму для нее, а работать надо, то продукция накапливается на складе, продать ее не получается. Есть и другие причины. Качество продукции, технологичность предприятия. Шавкат Бобозода рассказал журналистам, что в стране в прошлом году не наращивали производство первичного алюминия из-за низких цен на мировых биржах. Алюминий в Таджикистане является основной статьей экспорта и обеспечивает до 75% валютных поступлений в бюджет. Но уже в этом году планируется увеличение объемов. Точные цифры неизвестны, и все зависит от цен на крылатый металл. Также было отмечено, что в Таджикистане произвели до 2 миллионов тонн цемента, 300 тысяч тонн экспортировали за границу. Основным покупателем таджикского цемента являются Афганистан и Кыргызстан. Что будет с полуразрушенными домами, на которые 10 дней назад рухнул самолет? Практически сразу после авиакатастрофы под Бишкеком кыргызские власти заявили, что намерены рассмотреть вопрос о сносе поселка Дача-Су. Местным жителям якобы выделят новые участки под строительство. Однако гарантий пока никто не дал. Многие из местных жителей после того, что пришлось пережить, и сами готовы покинуть это место. Но тут не все так просто. Шавкат Тургаев объяснит. Поселок Дача-Су спустя 10 дней после трагедии спасатели уже завершили основные работы. Власти заявили, что на месте падения самолета разрушенные дома заново отстраивать не будут. Судьба всего населенного пункта тоже остается туманной. Во избежание повторения трагедии весь поселок, возможно, будет снесен. Еще недостроенный дом Мастуры Исаевой спасло чудо. Самолет рухнул в паре метров от постройки, частично снеся забор. Последние дни она и ее большая семья жили в страхе. Этот дом, видимо, так и останется недостроенным. Жить здесь она больше не хочет. Перееду обязательно. Это место для меня стало кладбищем. Из дома выходить не хотим. Моя семья и соседи готовы хоть сегодня отсюда уехать, если нам землю дадут. Большинство жителей поселка тоже не горят желанием здесь оставаться. Говорят, уехали бы и раньше, но для того, чтобы переехать поближе к городу, нужно много денег, которых у них просто нет. Теперь же, после всего случившегося, жители надеются, что государство выделит им земельные участки. Пускай нам землю дает, мы сами обустроимся там.
Почему государство не обеспечивает нас? До трагедии тоже думали, потому что здесь, во-первых, нету никакого учет не дают. Нам просто трудно, да, обустроиться куда-нибудь вот. Больницу тоже надо, учет спрашивает. Мы просто вот не существуем, вот так сказать, да. Запах топлива сильный, дышать тяжело. Дети, когда видят самолет, теперь от страха домой забегают. Хотя раньше всегда радовались, когда самолеты пролетали. Конечно, переедем, если власти выделят землю. Мы все живем в страхе. Даже взрослые люди боятся, не говорить о детях. Поселка Дача-Су здесь не должно было быть вообще. В 80-е годы участки на этом месте выдавали исключительно под дачное строительство. Во время бурной внутренней миграции после развала Советского Союза владельцы начали сдавать дачи в аренду либо продавать их. Покупателей не пугала опасная близость к аэропорту, менее километра от взлетно-посадочной полосы. В результате вырос целый поселок. Эксперты говорят, что вокруг аэропорта в радиусе 3 километров строить жилье нельзя. Это так называемая санитарно-безопасная зона. Но это профессиональная оценка, а сразу за взлетно-посадочной полосой начинается реальная жизнь, где об опасности не слышали или не отнеслись к предупреждениям серьезно. Горький опыт сегодняшнего дня показывает, что для чего нужна санитарная безопасная зона? Именно вот в таких случаях, когда по каким-либо техническим причинам самолет, если не может сесть на взлетно-посадочную полосу, он должен иметь возможность осуществить аварийную посадку на территории вокруг, значит, радиуса этой. И там, соответственно, мы должны обеспечить отсутствие населенных пунктов. Сегодня власти Кыргызстана о возможном сносе поселка стали говорить неохотно. В правительстве создана специальная комиссия, которая и займется этим вопросом в ближайшее время. По поводу отселения, или скажем, перезаселить людей, которые проживают в этой дачном участке, вопрос еще не поднимался. Он, наверное, будет подниматься, скорее всего, как только мы закончим все мероприятия по ликвидации последствий кризиса. На уровне правительства, наверное, решаться будет вопрос. Комиссия самостоятельно этот вопрос не решит. Пока что судьба этого страшного места остается неизвестной. Местным жителям неведомо, как долго они будут вздрагивать при виде очередного взлетающего или идущего на посадку самолета. Шавкат Тургаев, Азат Никамаков. В настоящее время. Поселок Дача-Су, Кыргызстан. Смотрите далее в программе. Трампова преграда. Новый президент США подписал указ о строительстве стены на мексиканской границе. Ранее Трамп утверждал, что все расходы на сооружение века оплатит сама Мексика. Мексика не верит в стены. Я повторяю снова и снова. Мексика не будет платить ни за какую стену. Раз, два, три. И плавно опускаем. Возраст не преграда. Руководство фитнес-центра запретило пенсионеру посещать спортзал без сопровождающих. Полный сил мужчина категорически не согласен записывать себя в немощные старики. Я считаю, что это ущемление моих прав. Что мне заставляет, чтобы кто-то за мной водил меня за ручку. Дональд Трамп подписал сразу несколько указов, которые вызвали неоднозначную реакцию как в США, так и за рубежом. Один из них касается строительства стены на границе с Мексикой. Как неоднократно заявлял Трамп в ходе своей избирательной кампании, создание пограничных заграждений оплатит сама Мексика. Президент этой страны в очередной раз дал понять, этого никогда не произойдет. С сожалением и неодобрением я отношусь к решению Соединенных Штатов продолжить строительство стены, которая многие годы лишь разъединяет нас. Мексика не верит в стены. Я повторяю снова и снова. Мексика не будет платить ни за какую стену. Впрочем, в самом указе источники финансирования работ не упоминаются. Другое распоряжение Трампа – прекратить финансирование так называемых городов-убежищ для нелегальных мигрантов. В США к ним относятся, в частности, Нью-Йорк, Санта-Фе, Чикаго, Балтимор, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Мэры этих городов своего возмущения новым указом не скрывают, предупреждают об опасных последствиях использования силовых методов. Мы не будем высылать законопослушных нью-йоркцев. Мы не будем разбивать семьи и не оставим детей без родителей. Мы не будем лишать людей единственных кормильцев в семье и подвергать риску доверия к полиции, заработанное с таким трудом.
А вот активисты Greenpeace, чтобы показать свое отношение к политике нового президента США, вскарабкались на башенный кран, стоящий в 2 кварталах от Белого дома, и развернули на его стреле 20-метровый плакат с единственным словом «Сопротивляйся». Полотнище провисело 4 часа, и активисты уверены, президент Трамп их послание увидел. Здесь, на высоте 90 метров над Белым домом, мы развернули плакат. Это послание администрации США и нашим согражданам, активистам организаций и сообществ, которые борются за экологическую и социальную справедливость. Это призыв ко всем. Мы должны дать отпор. Мы не можем просто смириться. Американская пресса тем временем активно обсуждает высказывания Дональда Трампа, прозвучавшие накануне в интервью телеканалу ABC. По мнению президента, применение пыток во время допросов может быть эффективным средством. Он пояснил, что консультировался с руководством спецслужб и подчеркнул, в этом вопросе полагается на мнение своей команды. Если они захотят на это пойти, хорошо. Если же не захотят, я буду сам работать в этом направлении. Я хочу сделать все возможное для обеспечения безопасности страны, ровно в той мере, в какой это разрешает закон. Но считаю ли я эти методы эффективными? Однозначно да. Я считаю, что они работают. Белорусская милиция случайно обнаружила картину, скорее всего, Ивана Шишкина, которая ранее была украдена из Российского музея. Вообще, цель спецоперации состояла совсем в другом – перекрыть международный канал поставки наркотиков. За сколько собирались продать краденый шедевр и как удалось выйти на след преступников? Все подробности далее. Вот он, холст, предположительно датированный 1897 годом. Автор должно быть Иван Шишкин. Картину его кисти «Лес ели» украли еще 4 года назад из Вязниковского музея во Владимирской области. Искусствоведы проверяют подлинность полотна. Процесс курирует эксперт Национального художественного музея Белоруссии Анжелика Мицкевич. Использовали сравнительный анализ с близкой по времени, очень похожей картиной Шишкина. Вот она у нас в рентген-кабинете находится, с другим его лесом. Холст известного русского пейзажиста XIX века Ивана Шишкина изъяли сотрудники белорусской милиции у наркоторговцев. Следователи установили, они поставляли гашиш, кокаин и экстази из России в Беларусь. Сотрудникам милиции стало известно, что в январе планировалась поставка партии товара из России и возврат в Москву неустановленной дорогой картины. В этот же вечер, когда было задержание, преступники должны были вывести картину в Москву, где уже ждал очередной покупатель, готовый был выложить 100 тысяч евро и 3 килограмма кокаина. То есть картина шла в счет оплаты очередной партии наркотиков. Белорусская милиция отчиталась об изъятых наркотиках: 550 таблеток экстази, 250 граммов кокаина и 300 граммов гашиша. Теперь примерно месяц будет длиться экспертиза картины. Но уже сейчас искусствоведы называют примерную стоимость. Она может составлять до $2 миллионов. Параллельно МВД Белоруссии пытается разыскать тех, кто причастен к организации канала «Поставка наркотиков», и выйти на след преступников, которые похитили полотно из музея в Вязниках. Пенсионеру из Казахстана в его 75 лет запретили заниматься в фитнес-зале без сопровождающего. Он утверждает, медицинских противопоказаний нет, но, по мнению представителей клуба, рядом с пожилым человеком на тренировках все время должен находиться помощник. Фитнес-клуб считает это заботой о здоровье клиента, а сам пенсионер – дискриминацией по возрасту и намерен судиться. Раз, два, три. И плавно опускаем. Это начиная с 3 и кончать можно и 10, и 15, и 20. Для алмаатинца Дмитрия Ванякина эта тренировка первая за последние 6 месяцев. До августа прошлого года пенсионер занимался в одном из залов крупной алмаатинской сети «Фиделити». 6 лет подряд Дмитрий Иванович посещал врача фитнес-клуба, проходил обследование и не имеет никаких противопоказаний. Однако после того, как Ванякину исполнилось 75 лет, руководство клуба уведомило его, что отныне он сможет посещать зал и бассейн только в присутствии сопровождающего. Я считаю, что это ущемление моих прав. Вот. Что мне заставляет, чтобы кто-то за мной водил меня за ручку. Дмитрий Иванович отказался подписывать контракт на новых условиях и остался без спортзала. Раньше он проводил в фитнес-клубе не менее 1,5 часов в день и плавал в бассейне. Поддерживать физическую форму дома у пенсионера не получается, нет стимула.
Однако тратить время и средства на поиск сопровождающего Дмитрий Иванович не хочет и не может. Родственники мои так этим делом просто не смогут обеспечить, чтобы ходить все время за мной. Вот. А кого-то нанимать, нужно платить приличную сумму денег. Ну а так как я уже пенсионер, так где я наберу денег, чтобы платить еще за то, чтобы меня кто-то водил постоянно? История пенсионера вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Во многих фитнес-залах верхней возрастной планки не существует, и их представители приглашают Дмитрия Ивановича заниматься у них бесплатно. Такой возрастной клиент, по мнению спортивных менеджеров, для репутации зала только в плюс. На мой взгляд, это хорошо. То есть это в самом деле показывает здоровье народа, здоровье людей в любом возрасте. И я думаю, что для клуба это, наоборот, должно быть как показателем того, что люди должны вести здоровый образ жизни и заниматься своим здоровьем в любом возрасте. Прецедентом Ванякина заинтересовались и алматинские юристы. Дмитрия Ивановича бесплатно проконсультировали и предложили представлять его интересы в суде первой инстанции. Фитнес-клуб, в котором ранее занимался пенсионер, пошел на уступки и предложил Ванякину взять сопровождающим свою супругу. Однако этот вариант ему не подошел. Ответчик предъявляет требования для сопровождающего лица, которое должно быть не моложе 18 лет и не старше 53 лет. Однако супруга, она этот возраст превышает, соответственно, она не может являться сопровождающим лицом. Мы обратили на это внимание, и тогда просто Дмитрий Иванович понял, что, наверное, представители ответчики не совсем добросовестно действовали. А в связи с этим он уже и решил, что дело принципа, мы пойдем в суд. Я хочу попытаться доказать, что, по крайней мере, права потребителей в его возрасте должны защищаться, и нельзя создавать какие-то отдельные условия для лиц старше 75 лет. Судебное заседание по делу Ванякина состоится 9 февраля. Дмитрий Иванович рассчитывает вернуться в привычный фитнес-клуб и продолжить тренировки. При этом он убежден, что его случай должен стать примером для других людей золотого возраста. Как говорится, не отступать и не сдаваться. Дмитрий Великов, Павел Энгельгар. Настоящее время. За комментарием по поводу сложившейся ситуации мы обратились к представителям сети фитнес-клубов «Фиделити». К сожалению, ответ был получен только в письменном виде, цитируем по оригиналу. Со своей стороны, со всей ответственностью заявляем, что доступ в клуб господину Ванякину по причинам, указываемым им в интервью, никогда не закрывался. Ему, как и всем остальным членам клуба, достигшим 65, было выслано подробное письмо разъяснения об изменении правил посещения клубов лицами, достигшими его возраста. Новые правила предусматривают посещение клубов лицами, достигшими 75 лет, с сопровождающим лицом, которому мы предоставляем свободный доступ в клубы, о чем было сразу указано в письме, то есть приобретать клубную карту сопровождающему лицу не нужно. В случае с господином Ванякиным, исходя из его анамнеза, подробности которого мы не можем раскрывать в публичном заявлении, ему также необходим повышенный индивидуальный врачебный контроль. С уважением и пожеланием крепкого здоровья, сеть фитнес-клубов Fidelity Fit and Well. На этом пока все. Наши выпуски можно найти в YouTube и на сайте currenttime.tv. Спасибо, что смотрите канал «Настоящее время». Всего доброго.